В начале выпуска в Москве возле одного из кафе развернулось вооруженное столкновение с перестрелкой. Почти 100 человек с пистолетами и ножами устроили настоящую бойню. Они даже не стали обращать внимание на прохожих с детьми, которые могли пострадать. По некоторым данным, ранения и различные травмы получили несколько участников сражения, в том числе 2 полицейских. По словам местных жителей, нечто похожее уже происходило в этом заведении. С места события репортаж Валентины Горшенина. Крики, разбитые стекла и канонада выстрелов. Фронт протяженностью в несколько сотен метров прошел прямо по спальному району. Вооруженные бандиты не постеснялись даже детей. Местные рассказывают, простая прогулка перед сном чуть не закончилась для них трагедией. Больше 50 человек, если не 100. Прям бежали, стрельба. Мы вообще с ребенком шли, еле коляску увели. Они прям вообще побежали, по машинам долбили. Здесь автомобиль ехал. Короче, машин 10 за Каеном погналось. Началась стрельба. Мы позвонили в УВД. Да. Вот. И вот буквально в УВД позвонили, через 2 минуты стрельба началась. Короче, ужас. Группа налетчиков численностью с армейскую роту, вооруженную огнестрельным и холодным оружием, ворвалась в кафе. Огонь на поражение открыли сразу несколько стрелков. По некоторым данным, главной мишенью был именно владелец заведения. Кроме того, неизвестные прокололи шины в его иномарке. Возможно, не хотели, чтобы мужчина успел скрыться. По словам очевидцев, в этом кафе и раньше не было спокойно. Но то, что война плавно переместится в жилые кварталы, не ожидал никто. Как утверждают местные, это кафе пользуется дурной славой. Около 3 месяцев назад здесь уже был подобный инцидент. И тогда все остались живы. Кафе закрыли на некоторое время, но ненадолго. И конфликты и перестрелки продолжились с новой силой. Эти кадры сделаны чуть больше месяца назад. Жильцы соседних домов настолько устали от беспорядков в кафе, что, кажется, готовы бастовать возле заведения. Недавно вот почему газеты не опубликовывают, что здесь опять была и перестрелка, и опять было ранение. Не знаю, умерли они, не умерли. РЕН-ТВ передавала. Да, ранили 2. Одного в голову, одну в грудь. Как ни старались местные жители навести порядок, жалобы и обращения с их слов оставались без ответа. Изрядно подвыпившие или просто агрессивные посетители держали в напряжении горожан каждую ночь. Не пугает бандитов даже отделение ГИБДД, которое находится в 100 метрах отсюда. Мне казалось, что люди будут, скорее всего, друг друга убивать здесь, потому что здесь такое количество людей с пистолетами было, что это просто нереально. Среди версий инцидента банальная месть. Якобы конфликт между группировками тянется давно. Одного из участников как-то даже заставили извиниться на камеру. Опубликовали видео в сети. Такой обиды герой ролика не простил. Также есть выражение, будешь говорить слово «простите». Алихан. Погромче! Я тот самый Алихан. Простите меня. Интересно, что буквально через несколько часов после нападения в соседнем районе был застрелен якобы возможный участник конфликта в кафе. Эту версию еще проверяют следователи. А к настоящему моменту известно, из 100 участников перестрелки в отдел доставили не более 10. Хотя ехать до ближайшего ОВД всего 7 минут. Давняя история была. То есть это продолжение конфликта? Продолжение конфликта. И они не только здесь были, они были на районе, да, у нас на Гурьяново, в сервисе были. Вы-то как-то своих бойцов-то стягивали, чтобы как-то ответить вообще, нет? Никто ничего не стягивал, никто вообще сначала не в курсах был, что случилось, что произошло. Следователи уже возбудили уголовное дело. Пока по статье хулиганства. Пролить свет на подробности перестрелки в кафе могли бы записи с камер наблюдения. Но по некоторой информации жесткий диск со всеми данными преступники забрали с собой. Валентин Горшенин, Наталья Калышева. Экстренный вызов.